Малыша в тяжелом состоянии экстренно доставили ранним утром в ДРКБ. Улучшений пока нет. Он также в реанимации. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. На настоящий момент состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок находится в данный момент на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена общим переохлаждением. Тяжелейшее обморожение рук, ног, лица. Есть угроза полиорганной недостаточности. Выдержит ли сердце малыша ночное пребывание на 30-градусном морозе? Врачи не берутся делать прогнозы. Между тем, следователи без сомнения возбуждают уголовное дело в отношении матери малыша. По версии следствия, вечером 13 января подозреваемая после распития спиртных напитков сожительница своей матери взяла двух детей в возрасте 1,5 и 4 лет, после чего ушла с ними в неотапливаемый сарай. Домой она вернулась со старшим ребенком. Сын так и пролежал на морозе до самого утра. Его нашла бабушка. Обоих детей тут же госпитализировали. Прокуратура Алексеевского района выясняет обстоятельства и причины инцидента. Надзорное ведомство проверяет работу органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В который раз у прокуратуры вопросы к районным органам опеки. Только после того, как ЧП прогремело на всю республику, вдруг выяснилось, семья находилась на контроле социальных служб. Если семья неблагополучная, а мама выпивала, как следует из материалов следствия, почему никто не забил тревогу? Ведь дети находились в опасности. И почему после трагедии не было сообщения ни от одного из ведомств района, что дело взято под контроль? Она постоянно была на учете, на ведомственном учете у главы сельского поселения. Она ежемесячно проверяла эту семью, и буквально последние два посещения были 30 декабря и 6 января этой семьи. Все было нормально в семье. Однако в аппарате уполномоченного по правам ребенка так не считают. В таких случаях вообще необходим постоянный присмотр, постоянный надзор. Здесь, возможно, либо случаи были слишком редкими, либо просто не были приняты соответствующие меры. Следователи республики возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Мать задержали. Завтра будет решаться вопрос меры пресечения. Хотя сейчас самое главное – спасти малыша. Остается только верить в чудо. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.